Ironadei maganaftajam макавширта карзанакамшти зуардару. Ядзуархеоми. Все равно, что зашли в церковь или в мечеть. Так у нас 3 пирога, только у нас предки делали под открытым небом. Это священный ритуал, культ предков, который надо, если кто-то делает, он должен исходить из того, что это прежде всего священное. Это как зайти в храм. И чтобы сесть за 3 пирогами, за астинский стол, и ромфинга был, махебаться такана, чтобы он и в мыслях был чист. И махма бакутфол. Не вас тамаку думунца. Ведь если возьмем мусульманин, он же не зайдет в храм, в мечеть с водкой. Христианин не зайдет точно так же. Почему бацама галама не артакарджинеража галама не уазан? Мы не слишком много внимания на данном этапе развития своего уделяем своей истории, своим предкам. С другим не путать. Если просто ты с друзьями собрался посидеть, что называется, выпить, то туда не надо примешивать никакой сакральный смысл. Это просто между собойчик, что называется, да, в быту? Да, и вот с этого все начинается, и возрождение народа. Фред, вам кажется, что это еще актуально? Вообще, зачем нам это еще нужно? Запад возьмите, где уже однополые браки, там беспредел. Уртам сама кажешь, да хьет там окажешь. Выбор есть у каждого, и он хочет деградировать. Это его выбор. Я понял, что в жизни есть настоящая вдаль и любовь. Остальное все вот то, что... Это тленно? Вот как-то я сидел, вот несколько примеров приведу. Батан и Ромфинга был. В Чекале у нас. Там вообще все смешали. И вот один мусульманин, он меня увидел с бородой. И он мне шепотом говорит: куда она идет? Намаз коня. Он мне сказал так: Пусулмун дин кадзостали. С одной стороны, он был прав, потому что старший, кто сидел, он Астин тоже, он курил. И второй старший курил и пил. Естественно, многие не видят в этом чистоты. Это прежде всего его вина, моя и тех, кто сидит, что у наших дал никогда ничем не грязный не был. Это наша вина. Ахдал — это духовная нравственность, это основа народа. Что нам нужно тогда сделать для того, чтобы эту духовность поднимать, если все-таки, как вы утверждаете, жизненно необходимо? У нас много направлений. В спорте, в культуре очень много. Возьми, начни что-то делать. Если ты хочешь возродить свои традиции, обычаи, культуру, начни с себя. Для того, чтобы мы не растворились среди остальных народов? Конечно. И должны свой национальный облик иметь. У вас рубашка, она в национальном стиле. Можно ли создать среди молодежи моду именно национальную, где бы присутствовали национальные орнаменты, символика и так далее? Конечно, у меня есть и эскизы, я делал, и на выставке их показывал. То, что на мне, у меня 3 таких костюма. Это работа Лизы Габарати? Это Лизы Габарати. И я считаю, что у каждого стиля должно быть такое, по крайней мере, чтобы куда-то на мероприятие выйти. Хотя бы так. А повседневной жизни разве это не было бы интересно? Конечно, лишь бы, вот я сейчас знаю, многие начали. Вот у меня и карикатура насчет этого есть. Делают орнаменты, и опять короткая юбка и символики. Это как? Если вы хотите, чтобы духовность возрождалась, символика оставалась, то это надо привносить в нашу современную жизнь, в любой области. Многим это кажется вот такущей дорого. Но я как уверен, за свою жизнь у человека вот не дешевле вещи бывают. Это даже и не вопрос. Еще одна есть проблема, это на стадион хожу, бегаю или на новую набережную. Там часто я вижу, дети выходят. Постоянно я вижу, как они с газировками, с чипсами. Если у меня, по-разному бывает, но я стараюсь подходить и объяснять, что по составу.
в этом возрасте, когда это все и здоровье. Чтобы было здоровое поколение, да? Конечно, это основа питания. Это раньше, если был климат, питание другое было. Если оно было мало, но оно столько давало, То есть надо детям силы. своим... Вот сейчас я многих спрашиваю тренеров, редко кто вот здоровый так попадает. Кодекс Остинской чести. Да. Ваш, он немножечко отличается. Тут у вас есть такая строчка: избегайте тех людей старших, что очерняет священные обычаи предков. Как мне это делать? Вот лично, когда я бываю на Остинском застолье, когда мне старший говорит, налей там водку, мода пошла, давайте один тост скажем за Всевышнего с водой и ромбагани, и Дартарба, как они хотят, это тоже опять. Если ты делаешь ритуал этот, Либо не делать они совсем. несут последствия, да. Если ты несешь, вот оттуда все идет, и разлад общества. Я вижу, что у меня какой-то вот намечается как конфликт. Я могу встать и уйти. Ну, недавно я был, что год делали. Второй старший, у него водка закончилась. И один молодой парень, он тоже, как я, наверное, принципиальный. Там поставили, он уже ничего не мог сделать. Ну, он младший, его родственники. И водка закончилась, и он сказал, если сейчас ты водку не принесешь, мы там встанем, за всех сказал. Не принесешь, мы встанем и уйдем. И он встал и за водкой побежал. В общем-то, наших молодых портят наши же старшие. Конечно, это хаос. Поэтому я говорю от себя, что надо определиться народу. Если кто-то вот это поймет, осознает, и он каждый себя начнет принципиально. Я просто ищу правильную дорогу, я многим поэтому говорю. Мана чимадзе навак набережный Марацудзе. Ма адам мана сардирай сама детская площадка. Ма я разве пары ходят, курюта бата, она в сарме, аланта фица гидер барагатан са дуйней, шехдавей са возданджи надой, сарлогути дарайсан, уми канца гасыгы, министради, уми какоши, культури медаги. Мана геота кадзори ма центр культуры. Рацавонтама ави имгана каунзу чинамой. Ашем маходак маната бавдесца. Мана коста кудзахта нафиталта рухсак доходак ним байзай. Свойственно человеку деградировать. Почему вот деньги, вот мы об этом говорили, почему нам духовная нравственность нужна? У всех одна цель должна быть, да? В одном направлении надо работать. Да, если мы хотим единое лани, как на фанды, алантином хасунеси имя вот это, если мы ценим. Если мы хотим как народ выжить, да? Конечно. Нам нужен национальный лидер, национальная идея, да? Надо возрождать наш дух, наш патриотизм, наш хдау возрождать. И тогда, наверное, в новом качестве мы как-то, в общем-то, пойдем вперед и, надеюсь, не ассимилируем, да, в этом большом глобальном мире. Да. Я была приятно удивлена, что наша поэтесса Ирина Куджибекова посвятила вам даже стихи. Мне они очень понравились. Тут есть такие строчки: «Но дух и силу предков Фред в нас ты хочешь влить». Это, наверное, имеется в виду через свое творчество. Я желаю тебе, Фред, чтобы эта сила и этот дух у тебя не иссякали, чтобы они больше и больше тебя наполняли, и посредством своих картин, своего творчества ты нас вдохновлял. И я надеюсь, все, о чем ты мечтаешь, обязательно сбудется. Спасибо тебе большое за эту встречу. Фред Асбитанти. Настоящее имя 29-летнего художника, за плечами которого несколько персональных выставок. Выпускник лицея искусств Фред Асбитанти начал профессионально заниматься живописью около 3 лет назад, хотя рисует с детства. В картинах Асбитанти в сложном сплетении графических орнаментов и ярких живописных полотен проступают образы древних скифских, сарматских и аланских воинов. Слышится их сакральное пение. В плотном кольце Щимда Нартон-Щимд оживают легендарные нарты. Слышна свирель Ацамаза. Так творчество самобытного художника характеризуют искусствоведы. В своем творчестве Фред уделяет много внимания истории остинского народа, нардскому эпосу. Здесь и графика, и живопись.
Его творчество – попытка оживить национальные мотивы в искусстве. Интересно, что приверженность Фреда Асбитанти истории и культуре Осетии не ограничивается рамками изобразительного искусства. В повседневной жизни Фред носит костюм в стиле аланского воина, сшитый на заказ, с обязательным традиционным орнаментом в трехцветной бело-красно-желтой гамме. Наши предки не где-то там в прошлом, они в нас. Они – это мы, только в новом, меняющемся мире, убежден остинский художник Фред Асбитанти.